Сразу дисклеймер. Я не юрист вообще, я не понимаю российских законов, я не знаю, какие права и обязанности есть у граждан Российской Федерации, что где написано, там, все такое. Я айтишник. Значит, я очень хочу поговорить о том, что сейчас происходит с приватностью в мире компьютеров. Главное, почему это происходит с приватностью в мире компьютеров и что с этим делать. Значит, я очень не хочу, чтобы разговор был про то, что, капец, приватности нет, гады, все забрали, государство, все следят изо всех углов, Facebook все собирает, ужас, все очень плохо, давайте, забейте. Проблема в том, что такие разговоры не только описывают нашу реальность, они еще некоторым образом ее формируют. То есть мы еще, в результате этого разговора признаем, что наша реальность такова, и начинаем относиться к ней как к такой реальности, а нам это вообще не выгодно. Что нам выгодно? Да? Нам выгодно немножко лучше разобраться, да? Немножко больше знать. Нам выгодно немножко меньше беспокоиться. Нам никогда не выгодно больше беспокоиться, нам всегда выгодно меньше беспокоиться. И при этом нам еще не выгодно много делать. То есть когда начинается разговор о том, что, братцы, давайте вы сделаете вот эти 200 вещей, вы никогда не будете делать вот этих 200 вещей. И, кстати, если вы допустите одну ошибку, то вам конец. Так вот, такой разговор фактически значит вам конец. Потому что люди вообще не умеют делать идеально вот эти 200 вещей и не делать никогда, вот эти 200 вещей. Такие разговоры людей, особенно организаций, парализуют, а не мобилизуют. Если нам нужна мобилизация, нам нужно что-то другое. А кроме этого, от разговоров про то, что нельзя делать, поставьте вот эту программу, и вот эту программу, и вот эту программу, а вот эту программу удалите, на этот сайт не заходите, это на телефоне выключайте, на Фейсбуке разрегистрируйтесь, GPS выключите, От этого еще очень дискомфортно жить становится. И возникает такая разница между фактической жизнью, в которой мы все живем с включенным GPS, и вот этой вымышленной жизнью вот этого разговора, в котором GPS должен быть всегда выключен. Окей, давайте разберемся, что такое вообще приватность такое, потому что мы много про нее разговариваем, про нее много пишут в интернетиках и так далее, но, тем не менее, мы ее никогда не определяем. И что такое безопасность? Безопасность работает так. У нас есть какая-нибудь фигня. Например, у нас есть сайт, объект защиты называется. Да? Значит, если у нас нет объекта защиты, у нас не может быть проблемы безопасности, и мы просто забиваем, не решаем. Нам не надо. Значит, и у нас есть какой-то противник, или там просто безжалостное время, которое хочет с нашим объектом защиты что-нибудь нехорошее сделать. Например, у нас есть там бизнес-конкурент, который нам хочет сайт повалить, чтобы мы не могли унитазы продавать. У нас есть некий инцидент, который может с нашим объектом защиты, с нашей ценностью случиться. У этого некого инцидента есть вероятность и последствия. То есть вероятность — это то, насколько часто такие инциденты происходят. Например, Агора, есть такие ребята-правозащитники, которые называются Агора, они регулярно делают всякие доклады. Агора говорит, за последние 2 года в общественных организациях в России обыски были 318 раз. Окей, это значит, что вероятность обыска в общественной организации в России достаточно высокая. В смысле, 318 раз было, значит, это часто происходит. Значит, например, я не знаю, в Беларуси не бывает DOS, знаете, бывает DOS. В смысле, когда там нехорошие зараженные компьютеры одновременно заходят на какой-нибудь сайт, и много-много-много заходит, от этого сайты перестают работать. Так вот, в Беларуси этого нету, вероятность 0. Поэтому и тогда мы решаем, что проблема не существует, и мы ее не решаем. Последствия — это то, насколько нам больно от инцидента. Нам может быть вообще не больно, нам может быть ужасно больно. Если вероятность достаточно высокая и нам достаточно больно от инцидента, мы считаем, что у нас проблема безопасности, и либо решаем ее сами, либо смотрим в интернете, как ее решать, либо нанимаем человека, либо меня, советуемся с ними, начинаем ее решать. Что такое приватность? Причем мы не обязательно должны решать. Мы можем еще... я вам сейчас расскажу секрет, который от вас все безопасники прячут. Не все проблемы безопасности надо решать. Мы можем на них забить. Это называется принять риск. В жизни мы постоянно принимаем риски. Например, вы идете через дорогу. Красный свет. Но при этом 11 часов вечера, дорога маленькая, нигде машин нет, вы такие, красный свет, риск того, что машина будет ехать на зеленый свет, нас передавит, но при этом 11 часов вечера, город небольшой, машин нету, принимаю риск. Переходим на красный свет, все нормально. Или пришли домой, ужасно устали,
надо чистить зубы каждый день, 2 раза в день, по 2 минуты. Но, блин, так устал. Капец. Ну, завтра почищу. Приняли риск? Приняли риск. Так вот, вы можете начать уменьшать проблему, вы можете начать исключить проблему, вы можете ничего не делать и принять риск. Приватность устроена по-другому. Приватность – это контроль. То есть это не одна вещь, это целая куча совершенно разных понятий. Она включает в себя свободу мысли, то есть контроль над тем, что мы думаем, да? Возможность думать то, что мы хотим, и не думать то, что нам там вкручивают, да? Она включает в себя контроль над собственным телом, да, то есть не делание того, что мы не хотим, не, ну и так далее. Она включает в себя неприкосновенное жилище, то есть контроль над собственным жилищем. Никаких людей, кроме меня и тех людей, которых я хочу, чтобы у меня дома были, быть не должно. Она включает в себя контроль над собственной информацией. То есть, если у меня есть секрет, да, то я хочу, чтобы этот секрет оставался моим секретом. Не обязательно что-нибудь ужасное будет, если он будет раскрыт, да. Не обязательно кто-нибудь умрет, не обязательно кто-нибудь в тюрьму сядет. Мне просто будет неприятно. Это не проблема безопасности вообще, проблема приватности. Приватность включает в себя контроль над собственной информацией, приватность включает в себя свободу от слежки. Люди не любят, когда за ними постоянно следят, люди не любят, когда за ними постоянно следят, коты не любят, когда за ними постоянно следят. Ну, знаете, животные начинают вести себя по-другому, начинают нервничать, плохо есть и так далее. Приватность включает в себя защиту репутации, то есть контроль над собственной репутацией. То есть, что такое репутация? Репутация – это то, что другие люди думают о нас. То есть мы хотели бы иметь какое-то влияние на то, что другие люди будут думать о том, какие мы на самом деле есть. Ну и так далее. И если попытаться сформулировать проще, то приватность – это контроль над окружающей нас средой. Да? То есть понятно, что большого контроля настоящего нету, но какой-то контроль хочется сохранять. Вот. То есть это вообще не про секреты. Не про то, что там мне нечего скрывать, у меня есть что скрывать, у меня есть секреты, у меня нет секретов. Это скорее про возможность врать, про возможность не говорить людям всю правду о себе, про возможность где-нибудь накосячить, а потом переехать в другой город и никому не сказать, что ты там где-нибудь, я не знаю, фирму обанкротил. Возможность втихаря идти против социальной нормы, не совершать уголовные преступления или административные правонарушения, а просто нарушать социальные табу. Возможность нарушать другие правила и не опасаться того, что у нас сейчас репутация просядет от того, что все узнают, что мы нехорошие и перестанут с нами здороваться и помогать нам, я не знаю, коляску на второй этаж затаскивать. Вот. Каким образом в цифровом мире мы этот контроль теряем? А мы его сейчас, получается, что теряем. То есть вот человек, который рассказывал про историю с Китаем, вчерашняя история про большие данные, отчасти вчерашняя история про... Ну и вообще, в интернете пишут, что теряем. Как мы его теряем? Мы живем в информационном обществе. Это значит, что мы постоянно создаем цифровую информацию. То есть, например, когда мы оплачиваем что-то кредиткой, мы создаем записи об этом. Когда мы ходим с телефоном в кармане, мы создаем записи об этом. Когда мы летим в самолете, мы создаем записи об этом. Когда мы сидим в Фейсбуке, мы создаем записи об этом. Очень важно понимать, что в этой всей системе не сидит гномик Гитлер, который записывает за нами на бумажке, чтобы нам стало плохо. Очень важно понимать, что все эти записи нужны всем этим компьютерам, чтобы работать. Да? То есть, например, когда мы оплачиваем что-то кредитной карточкой, то вот эти записи в системе нужны банку для того, чтобы помнить, сколько у нас денег осталось, да? Сколько нам еще разрешить тратить, для того, чтобы, например, если мы все время в Сыктывкаре
в Каре, а потом внезапно в Панаме, то может не разрешить нам эти деньги тратить, исходя из того, что какая-то информация не подходит. Все эти компьютеры, находящиеся вокруг нас, их все больше. Там у нас на руках компьютеры, да, у нас в холодильниках компьютеры, у нас в телевизорах давно компьютеры, у нас в компьютерах компьютеры, в телефонах компьютеры, в электронных книгах компьютеры, в этих штуках компьютеры, везде у нас компьютеры, и они постоянно создают эти записи. И в этом нет никакого злого умысла. Это очень важно. Потому что из кучи лекций про Китай как будто следует, что есть какой-то злодей, который это все пишет. Нифига. Это так и работает. Значит, то есть данные — это какие-то выхлопные газы индустриального общества. То есть пока у нас было промышленное общество, у нас были фабрики, они загрязняли атмосферу. Сейчас у нас информационное общество, мы, значит, загрязняем интернет данными. Вот. И до некоторого момента, ну и отчасти сейчас, эти данные исчезали, потому что хранить их было дорого. Например, знаете, как работает SORM? Ну, в смысле, есть такая штука, называется система оперативно-розыскных мероприятий, по закону надо. Это значит, что на всех мобильных операторах и на всех провайдерах стоит компьютер не волшебный, вообще не волшебный, обычный компьютер, который пишет 12 часов трафика и 12 часов разговоров. Называется кольцо SORM. Вот. Эта штука нужна для того, чтобы если какой-нибудь псих будет обещать взорвать, там, я не знаю, аэропорт, то была возможность, быстро посмотреть, кто это там звонил, с какого номера, как он это самое, завести уголовное дело, расследовать и так далее. То есть функция у этого есть. Это, опять же, это не злокозненная штука. А почему 12? Да? Почему не хранить дольше? Почему не хранить вечно? Дело в том, что у этого компьютера, у него, как у любого компьютера, есть жесткий диск. И этот жесткий диск просто тупо забивается информацией. И тогда есть два варианта, да? Значит, есть вариант еще напихать туда жестких дисков, но это дорого и, где взять столько жестких дисков. Либо есть вариант просто брать и стирать с него старое для того, чтобы записывать новое. И SORM так и работает. Или, например, Сноуден, знаете про Сноудена, это такой американец, который все стырил и сбежал. Вот, значит, Сноуден, украл документы, из которых свидетельствует, что американцы на 2012 год писали 3 дня контента, то есть 3 дня разговоров и интернет-трафика, и месяц метаданных. Причем, в отличие от российского государства, которое сейчас делает это законно, это значит, что где-то есть принятый кем-то закон, который пишет, вот так и надо. У них такого закона не было. Так получилось. То есть я не оцениваю, это хорошо или плохо, вот так, просто так. Вот. Значит, я только что употребил слово метаданные, это важная штука, я сейчас про нее объясню. Данные бывают двух типов. То, что я говорю, слова, то, что я говорю, это информация, да, это то, что я вам сообщаю, само содержание сообщения. То, где я нахожусь, сегодняшний день, что еще, погода вокруг, место, где мы находимся, название баркэмпа и так далее. Всякая техническая информация об этом разговоре называется традиционно метаданными. Например, в сотовых сетях содержание разговора — это содержание. И, соответственно, там всякие законы о защите персональной, все это регулирует. Где находятся абоненты, да, на каких вышках находятся абоненты, сколько денег на балансе у абонентов, сколько разговор происходил по времени и так далее. Это тоже данные разговора, но это не содержание разговора, это метаданные этого разговора. Мы будем возвращаться к метаданным, поэтому... Так вот, значит, по мере того, как у нас технологии изменяются, у нас хранение становится дешевле. То есть жесткие диски просто тупо дешевеют. Да? И по этому поводу в какой-то момент оказывается, что у нас больше нету мира, в котором нам надо там 12 часов все стирать, потому что у нас жесткие диски подешевели. Какой капец. Держитесь. Потому что у нас жесткие диски подешевели. И мы можем теперь не 12 часов, а сколько-то, какое-то другое количество часов, которое больше 12. А
потом еще какое-то другое количество часов, а потом еще какое-то другое количество часов. А потом в какой-то момент сейчас западный мир и Китай оказался в ситуации, когда жесткие диски настолько дешевые, что вообще ничего не надо стирать никогда. А все можно хранить бесконечно. И получается, что в России это пока не так. И вообще вот закон Яровой, который сегодня вступил в силу, он как раз только про эту историю. То есть, если хотите, я коротко расскажу, что он значит вообще, но у него другого смысла нет. То есть закон Яровой — это закон про то, что как раньше хранили 12 часов, а сейчас мы хотим хранить 6 месяцев. Только в России все это должны оплачивать операторы, а не государство. И вся эта движуха вокруг закона Яровой не про то, что это плохо, или это хорошо, или это самое, а про то, что операторы говорят: блин, а фиг ли мы? А давайте-ка вы за свои деньги это сделаете. Потому что, нам надо теперь купить столько жестких дисков, что у нас прибыли не будет 3 года. Ну и от этого откладывают и так далее. Но так или иначе, мы пока не существуем в этой реальности. А, например, Китай, про который мы сегодня говорили до этого, или там, я не знаю, западные страны уже существуют в той реальности, когда бесконечное количество компьютеров вокруг нас бесконечно сохраняют информацию, и эта информация записывается навсегда. Как правило, записываются метаданные. То есть, как правило, записывается техническая информация, не содержание. Содержание бессмысленное. Содержание не очень интересно, потому что когда вчера те из вас, кто был на больших данных, там было такое хорошее слово «машиночитаемое». Так вот, содержание, оно не машиночитаемое, оно неинтересное. Если скормить много-много-много содержания компьютеру, ему вообще от этого ни холодно, ни жарко. Метаданные, где находятся люди, кто кому звонит, кто на какие сайты ходит, кто куда, кто в каких местах живет, кто где в 12 часов ночи находится, кто где в 9 утра в понедельник находится, кто куда ездит и так далее. Вот это ужасно интересно, потому что это можно скормить в гигантскую базу данных и обрабатывать, в отличие от разговоров. Вот. И вот эти большие данные, они как раз на этом принципе и основаны. Что жесткие диски подешевеют, все станет совсем дешево, никто никогда не будет ничего стирать, а потом мы будем просто бесконечно все сохранять. Мы пока не знаем зачем. Но нам не надо знать зачем, мы просто так будем сохранять, а потом мы когда-нибудь разберемся, зачем это нам нужно. И это уже дает нам разные интересные возможности, которых у нас раньше не было. Например, раньше для того, чтобы следить за человеком, нужно было нанять частного детектива и сказать ему: вот тебе фотография чувака, пойди завтра в 9 утра, встреть его возле дома, и иди за ним и записывай все на бумажку. А потом вечером приди, мне отдай бумажку и скажи, где он был. То есть мы могли следить только в будущем. Если у нас есть данные, которые сохраняются вечно, мы можем устроить слежку, например, в прошлое. Да? Мы раньше так не умели, мы не могли сказать частному детективу: скажи-ка мне, где был человек вчера. А он скажет: а как? Я не умею. А сейчас мы можем поднять предыдущие данные и посмотреть. Вот. Большая часть этих данных находится сейчас не у государств. Большая часть этих данных находится у корпораций. То есть, наверное, у Гугла в 1000 раз больше данных о нас, чем у Российской Федерации. Вот. Если вы читаете интернет, то там регулярно бывают истории про то, как там такой-то попросил у Гугла все свои данные, и ему выдали 15 000 страниц. Или такой-то попросил у Фейсбука все свои данные, и там было тоже сколько-то тысяч страниц. Вот. Зачем эти данные нужны корпорациям? Корпорациям нужны эти данные для того, чтобы нам круто показывать рекламу. Раньше рекламу можно было показывать только по телеку, всем одинаковую. Или в лучшем случае в каком-нибудь более дорогом районе показать более дорогую рекламу каким-то предположительно более дорогим людям. Сейчас, основываясь на всех этих огромных данных, которые там Google с Фейсбуками о нас собирают, они имеют возможность показывать нам рекламу прямо ужасно точно. И за счет этого они отжали рынок этот денежный у телеков. То есть это, опять же, здесь нету никакого заговора. Это конкретно бизнес-модель. И вот эта фраза про Facebook о том, что в Фейсбуке мы не
потребитель, как это называется, мы не клиент, а товар, да? Да. В Фейсбуке мы не клиент, а товар, она как раз такая. То есть Facebook что говорит? А давайте-ка вы отдадите нам целую кучу своих данных для того, чтобы мы могли очень точно показывать нам рекламу, а мы вам прицепом за это дадим прямо очень крутой сервис. Хотите? И все говорят, ага. Вот, то есть это не злокозненные капиталисты, это не какие-то гады, которые мечтают уничтожить нашу жизнь. Это реально работающие теперь в интернете бизнес-модели. Проблема в том, что где-то года до 94-го интернет вообще был некоммерческий, ничего никто не покупал. Никто ничего не покупал, никто ничего не рекламировал, а когда кто-то пытался что-то продавать, то люди просто это воровали. Вот. И в какой-то момент люди, которые производят контент или которые распространяют контент, они пришли в интернет и стали думать, блин, а как зарабатывать здесь? То есть вроде как круто, да, все очень быстро, все моментально и так далее, а деньги здесь как делать вообще? Вот. И долго-долго и СМИ все думали, и там семинары проводили, как зарабатывать в интернете, хрен его знает, никто не понимает, как это делать. И в этот же момент появились спамеры. Помните, что делали спамеры? Спамеры составляли огромные списки имейл-адресов, а потом говорили, а хотите, мы там, я не знаю, Виагру разошлем на 3 миллиона адресов, дайте денег. И получалось, что контентщики жили отдельно, люди, которые продавали контент и распространяли контент, не знали, как зарабатывать, а люди, которые занимались слежкой, в смысле собирали информацию и зарабатывали на этом деньги, жили отдельно. А потом появились чуваки, которые подумали, ага, а если мы возьмем и совместим все эти модели и начнем давать людям бесплатный контент и на этом собирать у них информацию и показывать на этом всем рекламу, то есть типа как одновременно контентщики, но немножко спамеры. Вот. И так появилось все это поколение Гуглов, Фейсбуков, ну и Майкрософтов, Яндексов и всего остального. И сервисы эти мы фактически оплачиваем. Мы оплачиваем их личными данными. Мы оплачиваем их не деньгами, мы оплачиваем их данными, которые позволяют нам очень точно показывать рекламу и отжать этот бизнес у телевизора. Вот. Почему мы это делаем? Во-первых, потому что, непонятно. Да, непонятно, как это работает. Ну, в смысле, у нас никто же ничего не забирает. То есть не достается рука из компьютера, и ничего у нас деньги со стола не забирает, там, не отрезает палец и так далее. Во-вторых, есть такая штука, которая называется закон Меткалфа. Закон Меткалфа гласит о том, что ценность коммуникационной системы прямо пропорциональна квадратному корню от количества подключенных пользователей. Это значит, что если все ваши друзья в Телеграме, вы можете ненавидеть Телеграм всей душой, но вы будете вынуждены поставить Телеграм, потому что люди социальные животные. Потому что мы ради социального взаимодействия готовы всем вообще пренебречь только ради того, чтобы иметь возможность потусоваться с другими людьми. Вот. Причем есть бизнесы и сервисы, которые явно на этом принципе построены, например, Facebook. То есть у нас нет никаких совершенно иллюзий насчет того, что Facebook этим занимается. Но, например, вы понимаете, что Angry Birds также работает? Что бесплатные игры типа Angry Birds, они же тоже, то есть мы их устанавливаем, они говорят, блин, только, отличная игра, бесплатная, птицы будут, там, свиней надо, сбивать, но мы будем собирать данные о вашем поле, возрасте, там, социальном положении, номер телефона, то есть, да, доступ к контактам, то есть фактически их бизнес точно такой же. И это просто лидирующая бизнес-модель в интернете. Единственная из больших компаний, которая вроде как отличается, это Apple. Apple до последнего времени утверждает, что она реально продает телефоны и компьютеры. Она не торгует данными. Все остальные торгуют данными. То есть реальный бизнес Google – это торговля данными и реклама. Реальный бизнес Microsoft – это торговля данными и реклама. Реальный бизнес Facebook – это торговля данными и реклама. Apple продает компьютеры. Вот. И при этом все эти чуваки постоянно сидят в телевизоре и в интернете, там Эрики Шмидты из Google и там Цукерберги, и говорят, модель приватности изменилась, приватности больше нет, люди больше не беспокоятся о собственных личных данных. При этом, заметьте, они не эксперты, они лоббисты. Они не антропологически фиксируют ситуацию, они топят за нее. Это интересно их бизнесам, понимаете? То есть они, владельцы или главы бизнесов,
модели которых построены на том, что люди должны себя как-то вести. И они выдают эти модели, которые им нужны за правду. Вот. Данные эти сейчас, как правило, используются и сохраняются для такой психологической манипуляции, которая называется реклама. Вот. А потом государство в какой-то момент посмотрели на то, как бизнес это все собирает, и думают, блин, слушайте, а что это такое? У Гугла столько данных про каждого вообще гражданина Российской Федерации, а у Российской Федерации нет ни хрена данных про гражданина Российской Федерации. Какого черта? Ну что это такое? Как это так? Давайте у Российской Федерации тоже будут данные. Вот. Потому что государство никогда бы в жизни не могло само эти данные собрать. Например, предположим, что в Российской Федерации принимают закон, что каждый раз, когда у нас появляется новый друг, мы обязаны государству об этом уведомить. Да? Все бы сказали. При этом, 3 минуты. При этом, каждый раз, когда у нас появляется новый друг, мы Фейсбуку сразу об этом и рассказываем. Вот. А российское государство говорит: в Фейсбуке и Гугла отдайте нам, пожалуйста, всю информацию о российских гражданах. В Фейсбуке и Гугла говорят: ну, что-то мы не знаем. Российское государство принимает законы, называется локализация данных, знаете, перенос данных граждан Российской Федерации в Россию. Западные компании пока ничего не переносят, и сделать с этим ничего пока не удается. Вот. Но российскому государству очень хочется. Кроме этого, государство строит свои системы для сбора данных. Например, с прошлого года в московских аэропортах работает распознавание лиц. Работает распознавание лиц в московском метро с мая 2018 года. И с прошлого года 30 тысяч камер в Москве работает с распознаванием лиц тоже. То есть это значит, что система сама по себе дешевая. То есть реально там только история с жесткими дисками. Технология есть, все это самое, и оно дальше будет. Значит, я не очень успеваю. Давайте я прокручу. И я расскажу, что я предлагаю с этим делать. Во-первых, я считаю, то есть 4 вещи, которые с этим можно делать. Во-первых, я считаю, что аргумент безопасности или приватности не работает. Государства и бизнесы регулярно разыгрывают аргумент: ну давайте вы немножечко отдадите своей приватности ради государственной безопасности. Нифига, это ложная дихотомия, так не бывает. Нужна и безопасность, и приватность. Во-вторых, аргумент: а давайте вы отдадим свои данные только хорошим, а плохим, а плохим не отдадим. Ну и 3, ладно, я закончил. Ладно.